Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Сергей Михедов. Все мы с детства знаем фразу «собака– друг человека». А для некоторых людей собака– это не просто друг, а чуточку больше. Собака умеет дарить радость своему хозяину, может защитить его и никогда не сможет предать. Из всех прирученных животных именно собака осознанно несет службу совместно с человеком, защищая и охраняя его от множества опасностей. Именно собака стала лучшим помощником при поиске преступников и раскрытии преступлений. С чего начинается работа с собакой? Как воспитать пса и что таит в себе профессия кинолога? Мы поговорим сегодня с нашей гостьей, инструктором по дрессировке собак Людмилой Московских. И к нам в студию Людмила пришла не одна, со своим питомцем, немецкой овчаркой, которую зовут Флорешаль Парабель. Но дома ее зовут Берри. Да, дома ее зовут Берри. Здравствуйте, Людмила. Добрый вечер. Привет, Берри. Реагирует глазками, да? Не могу спросить, вот как у вас появилась Берри, сколько ей лет? Может быть, вы продемонстрируете с Берри, может быть, какие-то несколько команд, может быть, для наших телезрителей? Можем. Берри 5 лет, появилась она осознанно, то есть это уже не первая собака. Первоначально я купила ее брата, у них разница в 2 года. Брат мне очень понравился по характеру, по темпераменту, по рабочим качествам. И потом вот дубль помет сделали хозяева. Когда она появилась, сказали, внешне очень похожа на Зафара. Я говорю, внешность меня не очень интересует, но когда сказали, характер огонь такой же, как у Зафара, все. При том, что я сок не люблю, я кобелиная мама, как бы, кобелей люблю. Вот. И я говорю, все, мне нужна эта собака. Супруг был против, говорит, вот что тебе в ней зацепило, что? Я говорю, характер. Взяла, ни разу не пожалела. Она дерзкая, резкая, она охранная. Притом, вы видите, абсолютно адекватная, спокойная собака, готовая сопровождать меня везде. А так как у меня дрессировка летом особенно проходит в вечернее время, и мы ходим на дресс-площадку, иногда пешком, много где пешком передвигаемся, мне нужна охрана, конкретная охрана. Вот она выполняет функцию охраны. Зафар лежать. Зафар тоже выполняет функцию охраны. Вот она напряглась, там кого-то увидела, постороннего уже напряглась, уже в зоне охраны. То есть уже реагирует Да, я ее сразу, пресекла, все, она успокоилась. Но она глаз не сводит, она наблюдает. Да, вот, может, пару команд каких-нибудь покажете, Да, простейших? можем. Прямо сейчас? Да, конечно, давайте сразу покажем. Так, вот сюда посажу. Берри рядом. Рядом. Да. Так. Сидеть. Так, вам лучше сюда подойти, да, в эту сторону, потому что камера у Вот нас сюда. отсюда снимает. Да? Нет. Да. Угу. Сюда ко мне. Сидеть. Ждать. Так, мы вышли из кадра, да, так, пройдемте сюда вот. Ее поближе. Да, вот, Сюда. вот подзовите Стоп. поближе. Сидеть. Вот, Да. все, во, отлично. Ничего, что она рядышком с вами. Ага. Лежать. Да. Сидеть. Да. Ко мне. Все, спасибо, очень хорошо реагирует, Места действительно, мало. сразу. Места мало. Ну, это самые простейшие команды, самые простейшие. Потом движение рядом, места мало, как бы. Ну, это уже дрессированная собака, которая работает без поводка, понимает голосом и жестом команды. Людмила, спасибо, пожалуйста, садитесь. Сидеть. Задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по телефону 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram +7 914 235 05 02. Также вы можете задать вопрос через наше мобильное приложение. Чтобы скачать его, достаточно отсканировать QR-код, который вы сейчас видите на экране. Вот, думаю, многие в детстве мечтают стать ветеринаром, да, или кинологами, работать с животными. Вот. Но немногие воплощают свою мечту в жизнь. Как вас связала судьба с профессией дрессировщика? Вот, и в чем заключается суть этой работы? Ну, в детстве я вообще мечтала быть дрессировщиком тигров. Не собак, а тигров именно. Если бы я уехала в Москву, родственники бы, если бы забрали, я бы однозначно стала. Видимо, Бог уберег. Вот. Дрессировщикой собак я дрессировщицей никогда не мечтала быть. Собаки были у нас всегда, собаки были всегда рядом, и я всегда умела ими управлять. Так что прям мечта, что я буду дрессировщицей, нет. До 3 лет я жила в Муроме с дедушкой, с бабушкой, а дедушка у меня охотник. Охоту я не люблю. И у него были сеттеры, поинтеры, вот все такое. Собаки были всегда, я как бы с ними игралась, но так, что собака меня зацепила, не было. Потом меня привезли сюда, в Якутск, и мне было лет 5-6, папа принес щенка, восточноевропейскую овчарку, Север звали.
Я увидела этого щенка, я в него влюбилась, и все. И с тех пор я мечтала об овчарке. При этом мне собаку завели только в 12 лет. Вот лично мою овчарку завели мне в 12 лет. 6 лет я болела собакой. Это было осознанно, не просто так. За 6 лет я пересмотрела все фильмы, всю литературу, которую можно было достать, перечитала. То есть это было осознанно. И когда в 12 лет мне завели собаку, мне сказали, вот сама дрессируешь, сама кормишь, выгуливаешь. Если хоть один день ты что-то не делаешь, собака отдается. И с того момента, да, вот, плотненько с собачкой, несу ответственность. Потом попала в группу дрессировки, это меня зацепило, мне это стало вообще очень сильно интересно. Первая моя собака была Лада, восточноевропейская овчарка. Она была очень понятливая собака. Мне было даже скучновато, потому что смотрю на ребят в группе, у кого-то что-то не получается, кого-то собаки не слушают. Были девочки, которые плакали, а моя на раз-два делает сразу. Сразу, всегда возле меня, всегда в глаза смотрит. Я говорю, ну, хоть покапризничай, повредничай, чтобы хоть что-то, подход поймать к собачке. Нет. Вот первая собачка была такая. И потом пошло-поехало. Любовь к немецким овчаркам осталась на всю жизнь. Немецкие овчарки, восточноевропейские овчарки, доберманы. Вот, то есть я более служебник. Более служебными породами интересуюсь. Но как дрессировщик абсолютно без разницы. Породистая собака, беспородистая собака, крупная, маленькая, средняя, они все должны подлежать воспитанию, дрессировке. То есть собака должна быть в обществе управляемая, это однозначно. Ну, мы все понимаем, да, что есть профессии кинолог и есть дрессировщик. Вот объясните нашим телезрителям, в чем здесь разница? Кинологи, они тоже дрессировщики. Просто есть кинологи в структурах, в городских, в государственных структурах. Структура МВД, УФСИН, в СИЗО, то есть там тоже есть свои кинологи. Там немножко другая специфика. Там собаки на поиск наркотиков направлены, на поиск взрывчатки, на задержание преступников, более жесткое задержание преступников, нежели в нашей дрессировке. То есть там конкретно собаки несут службу. Поиск людей, атака нападающего, ну то есть вот конкретные службы. Ну, вот именно дрессировка, да, что она дает хозяину, что получает именно хозяин, когда приходит с Когда собакой хозяин на дрессирует занятия? собаку, на выходе он получает управляемое животное. То есть вот собачка, которая тебя слышит, слушает, понимает, не мешает тебе жить и, самое главное, не мешает окружающим людям. Это самое главное. Дрессировка – это один из элементов воспитания, а воспитание, оно вообще всеобъемлющий процесс. Очень много туда входит. То есть вы приносите щенка домой, и все, воспитание пошло сразу же. Приучаете к личке, к кормежке, к выжиданию перед миской, то есть все, к туалету, это все воспитание. Дрессировка – это набор определенных навыков, определенных команд. Я занимаюсь российской школой дрессировки, то есть это щенячья школа, общий курс дрессировки, защитно-караульная служба. Есть также международная спортивная дрессировка ЕГПМ. Сейчас у нас стали девочки-спортсмены приезжать, фигурантов девочки тоже стали привозить. Очень интересная дрессировка, и там немножко другие методы, немножко другая дрессировка. Там тоже очень интересно. Вот что самое сложное в работе дрессировщика? Бывает ли у вас какое-то, может быть, выгорание, да, эмоциональное, физическое? Потому что, насколько я понимаю, это очень трудоемкая работа. Это трудоемкая работа. Самое сложное – подход к людям. До людей доходит гораздо сложнее, чем до собак. Собаки тебя понимают на раз-два. Он на тебя посмотрел, считал и понял, что с тобой можно, что с тобой нельзя. До людей гораздо дольше доходит. Люди, спортсмены и работники структур МВД, с ними гораздо проще. Там есть собранность, дисциплина и нацеленность на результат. Люди творческих профессий, люди, работники интернета, вот это вот, творчество, в облаках летают, тут рядом собачка, ой, какая собачка. То есть совершенно не сконцентрированы на собаке. А в дрессировке у нас идет концентрация глаза в глаза. Если ты на собаку не смотришь, она не смотрит на тебя, вы не вместе. Ну и вот постепенно добиваемся. Вы также готовите собак к выставкам. Да. Вот насколько это трудоемкий процесс, и вот связан ли он с дрессировкой тоже? Выставка – это зоотехническое мероприятие. На выставку допускаются собаки только с документами. И на выставке оценивается экстерьер собаки, то есть внешние признаки, насколько она соответствует определенной породе. Подготовить к выставке не так сложно, чем просто хотя бы выдрессировать собаку, которая тебя по жизни будет понимать, слушаться и находиться рядом с тобой, не принося ни ущерба, ни проблем, ничего. Но тоже занимаемся.
Это называется подготовка к выставке. Потом на выставке мы собак представляем, выставляем. Если нужно, хозяев обучаю, хозяева сами выставляют. Можно ли собак, вот, у которых есть документы, готовить к выставкам? Или этого Это не обязательно. не обязательно Не делать? обязательно, если хозяин не хочет. Но всегда говорю, если в ваших руках высокопородистое животное, собачка, и вы ее не выставляете, но это грех. Потому что в большинстве случаев получается, вот в жизни так получается, хозяин купил просто собачку, она среднего качества, но он хочет вкладываться на дрессировки, он хочет на выставки, он хочет в разведение. А хозяин, который получил высокопородное животное, ему ничего не надо, и собачка сидит на диване. Что такое порода? Это соответствие стандартам. Есть машина Запорожец, есть машина Мерседес. То же самое в собаках. Цена, качество. И когда у вас высокопородная собака, грех ее не разводить. Мы же улучшаем поголовье всегда. Мы же породу стремимся улучшить, а не что-то среднее приобрести. Существуют также внеплановые вязки, совершенно их не приветствую. Почему? Потому что документ, когда вы покупаете собаку, хотя бы вам гарантирует, что родители прошли выставки, что родители прошли дрессировки, хотя не всегда это гарантирует, что родители прошли тестирование по психике, и в щенках это должно быть заложено. Что щенок вот действительно будет соответствовать породе и каким-то признакам. Когда вы покупаете внеплан, неизвестно, что там подмешано, неизвестно, что вы возьмете, а потом покупают доберманчика, приходят, говорят, что это такое, у меня выросло, непонятно что. Я говорю, цена, качество. Что выросло, то выросло. Собаке-то все равно, породистая она, беспородная, там, дворняжка. Для нее главное, чтобы она была нужной и чтобы ее любили. Вот для собак главное это. А все выставки, все прочее, это наши амбиции человеческие. Ну, извините, если я хочу овчарку, то я хочу овчарку, чтобы она была похожа на овчарку, а не непонятно на что. Ну, вот, кстати, отсюда вытекает вопрос, как подходить, да, к выбору породы собаки, да? Ну, На что вообще. ориентироваться, на документы или, например, как-то для каких-то собственных нужд нужно подбирать Вообще собак? вы должны сесть и очень хорошо подумать на семейном совете, а нужна ли вам собака. Собака – это куча проблем. Собака – это живое существо, ее в угол не задвинешь. Она хочет и в туалет, она хочет и поиграть, и где-то что-то погрызть, и требует дрессировки и внимания. То есть вы берете в семью еще одного ребенка, который не разговаривает просто. Вот вы готовы вкладываться в этого ребенка? Просто в человеческого ребенка вы вкладываетесь, но до 10 лет, что пока он себя будет осознанно вести, да? А в собаку до года, до 2. Вы вкладываетесь, и если вы готовы, потом вы начинаете думать, какую породу вы хотите. Не покупайтесь на картинке. Многие покупаются хаски, маламуты, милые, хорошие мордашки. Но то, что это разрушители, то, что это не собака для квартиры, это собака запреди и Активные вези. собаки, конечно. Они спортивные, они очень выносливые, у них замечательное здоровье, и они груз тащат на длинные километры. Они там себя выкладывают и спокойно сидят и ждут хозяина. Притом их привязывают на цепь, и они возле саней сидят и ждут хозяина. Люди покупаются на милую мордашку, заводят домой, потом говорят, прихожу, а дома разруха, все сожрал. Что делать? Я говорю, что делать? Встал в 6 утра, пошел на 1,5 часа по полям гулять с собачкой. Пришел в обед, не пообедал, а 30 минут пошел, погулял с собачкой. И вечером тоже на пару часов. Вот эти собаки требуют нагрузки. Люди, большинство этого не понимают. Особенно захотел ребенок, вот ребеночек у нас захотел. Всегда говорю, родители, какой бы ребенок ни захотел, собаку берете вы. Это ваша ответственность, вы ее себе приобретаете. Ребенок сегодня хочет, через 3 дня он уже не хочет. Он не хочет ответственности. Выгуливать, рано вставать, кормить. Собака там что-то пищит, визжит, успокаивать. Он этого ничего не хочет. И это все падает на родителей. Поэтому прежде чем завести собаку, нужно очень хорошо подумать. Когда вы думаете, какая порода, вы для себя определяетесь. Если у вас частный дом, для чего вам собака? Для охраны двора, либо для игры с ребенком, чтобы был компаньон, либо чтобы это была служебная собака, как телохранитель, охраняла все и плюс тело хранила ваше, да, и уже начинаете выбирать породу. Не прочитайте в интернете только лишь одну аннотацию по породе и все. Много разных мнений вы должны прочитать. Потому что большинство заводчиков, когда продают щенков, даже в сложных породах, американские акиты или еще такие сложные породы, они пишут «собака-няшка, замечательная нянька для ребенка, без проблем управляемая». А на самом деле это очень характерные собаки, не созданы служить человеку, доминирующие собаки. И когда люди этого всего не знают, а потом сталкиваются, ну, печально. Поэтому, еще раз говорю, очень все должно быть осознанно, продумано, выбрать породу, а потом вы начинаете искать щенка. Если здесь в городе есть у нас кинологические клубы,
зооклуб «Любимец» и Якутская республиканская ассоциация собаководов, любителей собак. Обращайтесь туда, вам порекомендуют, к кому обратиться, а там уже сам заводчик порекомендует. Смотрит, хороший заводчик, он смотрит на человека, который пришел, и он четко знает, вот этот щенок шустрый, этот щенок спокойный, этот щенок трусливый, этот щенок агрессивный. И он смотрит по человеку и говорит, тебе вот этого вот лучше. Он говорит, нет, нет, хочу вот этого. Приходила девушка выбирать боксера, очень спокойная. А боксер выбрал самого шалопопого, то есть самого активного. И заводчик говорит, не нужна тебе эта собака, она тебе просто всю душу вымотает. Возьми вот эту. Нет, они все-таки взяли эту девочку. В какой-то момент у них встал, что собаку отдадим, но в итоге передумали, в итоге пережили с этой собакой все вот эти нюансы. И все, и сейчас она живет в семье, замечательно. Собака выросла, подуспокоилась, стала как взрослый, как взрослого себя вести, и все, и проблемы решены. Ну и человек, наверное, многому научился еще, общаясь с собакой, Очень соответственно, многому. да? Собака воспитывает человека, собака воспитывает подростков. Она, во-первых, учит терпению, выдержке, собранности, дисциплине. Она воспитывает, а еще как воспитывает. А если вот так реагировать, да, часто бывает такое, человек приходит выбрать собаку, выбирает его собака сама. Это нормальный Бывает. выбор такой, да? Если вы просто обыватели пришли просто за собачкой, да, вы можете взять такую собаку, пожалуйста. В свое время я тоже пошла выбирать щенка немецкой овчарки здесь, в Якутске, но я хотела выставочную собаку и для разведения. И когда я зашла, там было 10 щенков. Ко мне подбежал мой темперамент. Простенький щенок, но такой активный весь, в глаза смотрит, на меня прыгает. Я говорю, это моя собака. А мне кинолог говорит, это не твоя собака. Ты хочешь что-то среднее в руках иметь? К тому же берешь кобеля. Ты на выставках не хочешь участвовать, в разведении не хочешь идти, ну тогда бери его. Я говорю, а какой тогда? И она мне пока сидит на попе, такой медвежонок весь, растекся. Ничего ему не надо, темперамента ноль. Не мой темперамент совершенно. Я говорю, ну, по темпераменту вообще не мое. Она говорит, зато он выставочный. Зато его потом в разведение можно будет. И я взяла вот этого щенка, медвежонка. Через 2 недели этот медвежонок стал того темперамента, какой нужен мне. Активный, веселый. Ну, потому что я сама такая подвижная очень, и у меня все собачки такие же подвижные. И он подстроился под нас и стал тоже такой же. Но вот выращивая его, раньше немецкие овчарки длинношерстные считались браком, и он у меня был на грани длинношерстности. Приезжали судьи, которые... Кто-то говорил, что нет, он все-таки стандарт по шерсти, просто длинная шерсть. Длинновато, но еще входит в стандарт. А специалист приехал и говорит, нет, я считаю, что он на грани длинношерстности, и такую собаку в разведение пускать нельзя. И все, я даже не стала оспаривать. Мы его любим, мы его обожаем, собака нам нужна, и все. И жили спокойно. Ну вот что касается дрессировки, всех ли собак стоит дрессировать? Все породы ли поддаются Абсолютно. дрессировке? Поддаются дрессировке все породы. Но просто нужно понимать, что немцы, Берри, лежите. Немцы созданы служить человеку. Она на каждый мой жест, на каждый мой взгляд, на каждое мое движение, она реагирует. Она готова быть со мной. Те же самые американские киты, мастифы, тяжелые такие грузные собаки, им по большому счету человек, когда они выросли, шибко-то и не нужен. Они сами по себе ходят, окарауливают территорию и... Не трогайте меня, я вас не трону. Он на раз-два по щелчку не будет бежать к вам и выполнять все ваши команды, какие вы хотите. Вот это четко надо понимать, что данная порода из себя представляет и что от нее можно требовать. А вот какие собаки, да, вот вы только что объяснили, да, хочется лучше понять, какие лучше поддаются дрессировке? Те, кто именно для человека, я так понимаю, да? Компаньоны и те, кто Выведены. создан для человека. Немецкая овчарка – это универсал, это компаньон. Это друг, это охранник, это защита твоей территории, это телохранитель твоего тела. А для ребятишек очень умные пудели, очень умные оказались китайские хохлатые. То есть вот собака-компаньон, она создана быть компаньоном человеку. Собака, которая не компаньон, вот сейчас очень много у нас японских акит, американских акит. Акиты очень независимая порода, такая же, как и японцы. Вот она идет вся из себя такая гордая, поворот головы медленный, на тебя взгляд медленный. Ей говоришь, иди сюда, она еще подумает, идти, не идти. То есть, но это суть собаки, это суть. Мало кто из акит отрабатывает, как немецкая овчарка. Ко мне подозвала, и она тут же бежит. Хотя были такие у меня в группе. То есть надо понимать, надо четко понимать, что ты хочешь и что ты потом хочешь на выходе. Либо красивую собачку, которая вот идет рядом с тобой, и все на нее смотрят, как американская акита, очень красивая собака. Либо ты все-таки хочешь, чтобы она тебя и охраняла, и на раз-два тебя слышала, слушала, и везде тебя сопровождала, и проблем тебе не доставляла.
Ну, действительно, уже доказано даже, да, научными исследованиями, что собаки и люди, да, они становятся похожи друг на друга, даже Конечно. внешне. Да? Даже внешне. Или перенимают, может быть, Даже какие-то манеры, внешне, да, да, что-то такое. да. Мгм. Да. А бывает ли такое, да, насколько я понял, дрессировка, она обязательно идет с хозяином? То есть собака всегда приходит с хозяином. Или можно все-таки так работать, что кинолог, например, или дрессировщик заберет собаку, научит каким-то основным вещам, а потом уже придет хозяин и заберет умную, обученную собаку. Сейчас возможно все, что угодно. Возможно все, что угодно, что пожелает хозяин. Но всегда говорю, самое сложное и самое лучшее – прийти вам с собакой в группу, встать и заниматься вместе со своей собакой. Первые 3 дня бардак. Ни человек не понимает, как этим животным управлять, ни собака его не понимает, что он от меня хочет-то. Я беру собачку в руки, она тут же слушается, потому что я их чувствую, я их знаю, их понимаю, и она меня чувствует. И мое дело тандем сложить из хозяина и из собаки. Вот высший результат моей работы – это когда я вижу на выходе, после общего курса дрессировки отстегивается поводок, и собака без поводка, вот как Берри, работает рядом с хозяином и перед хозяином, и четко его слышит, слушает и понимает. И хозяин понимает, как ей управлять. Вот это самая высшая награда. Есть дрессировка, когда и мне приводят. Индивидуально мы занимаемся с хозяином, собачкой в его руках. Есть дрессировка, когда мне приводят, и я индивидуально занимаюсь, потом хозяин приезжает, забирает собачку, я так вместе занимаюсь, а потом подстраиваем еще недельки-полторы хозяина. Потому что собака будет обучена, а хозяин не знает. Это все равно, что вы купили японскую машину и читаете аннотацию на японском языке, и не понимаете, где у нее тут какая функция. То же самое с собакой. Собака обучена, а хозяин говорит, не работает. Я говорю, ну, конечно, не работает. Ты не знаешь, как ей управлять. Ты живешь по старинке, а по старинке уже не работает. То есть и я уже обучаю хозяина, как и что делать. Вот с чего начинается дрессировка и как долго длится одно занятие? И вообще, насколько оно трудоемкое, что оно в себя включает? Смотря какое занятие, смотря какая дрессировка. Если мы берем щенков, на дрессировку допускаются щенки с 3 месяцев, когда полностью привиты. И, естественно, у щенка занятия как в ясельной группе. Чуть-чуть занимаемся, играем, бегаем. Чуть-чуть занимаемся, играем, бегаем. И это уходит где-то час по времени. В течение месяца постепенно мы усложняем. Уже чуть больше занимаемся, меньше играем, бегаем. Больше занимаемся, меньше играем, бегаем. Собаки, переходящие на общий курс дрессировки, они уже более собраны, более сконцентрированы, уже дольше могут находиться возле хозяина, внимательно смотреть на него и быть готовым к дрессировке. Не расслабляться, не расфокусироваться. Так же, как и с детьми. Я всегда аналогию провожу с человеком. Да? Маленький щенок 3 месяцев – это ясельная группа в детском саду. Щенок, прошедший щенячью школу, но это дошкольная группа. Щенок, который только-только пошел, перешел со щенячки на УКД, это вот начальная школа. А когда у вас собачка прошла и общий курс дрессировки, и защитно-караульную службу, вы на выходе получили, тот, кто закончил институт. Студента, который уже с дипломом, уже готовый, полностью С высшим образованием. Взрослый, с высшим образованием, специалист. Вот то же самое с собаками. А можно ли приводить взрослую собаку на дрессировку? Можно. Дрессировки поддаются собаке вне зависимо от возраста. Хоть ей 10 лет, хоть 15. Сложность в чем? Когда вы приводите щенка, это чистый лист. Мы в него закладываем. Когда вы приводите взрослую собаку, мы начинаем корректировать поведение. А со взрослыми приходят люди от чего? От безысходности. Собака начинает кусаться, швыряться. Собака совершенно неуправляемо сбивает с ног. И, естественно, там уже корректировка поведения. И жесткость корректировки настолько, насколько жестко ведет себя собака. Вот давайте представим ситуацию, да, семья берет ребенку собаку, ребенок сам еще ребенок, да, Конечно, например, да? конечно. Может ли ребенок стать хозяином собаки? Или все-таки хозяином для собаки будет кто-то из взрослых, из родителей? Как таковой хозяином он может быть, но ответственностью несут родители. Родители несут ответственность. Дети, это сугубо мое личное мнение, я так считаю. Дети до 12 лет, до серьезной дрессировки не допускаются. Почему? Потому что они еще себя не могут собрать, они за себя не могут ответственность нести. 5-10 минут занимаются, потом собака не слушает, надоело, все, не хочу. Взрослый так себя не ведет. Когда приходят подростки от 12 и старше, они тоже разные бывают, но там складывается тандем. И там подросток обучает собаку, а собака очень жестко обучает подростка. У меня подростки приходили и со слезами на глазах. И вот она меня не понимает, и вот она меня не слушается, и мне все это дело надоело. И там уже с подростком гораздо жестче разговариваешь, чем просто с ребенком. Где-то на его личные амбиции давишь, что ты тут пасуешь перед собачкой, что ли? Тебе слабо?
собачку воспитать. Мама с папой ты хотел, купили, а ты тут заднюю сдаешь, что ли? А собака кому нужна? И уже подросток начинает вот с этими амбициями. Ах, так, ну дай-ка я все-таки дома-то доведу эту собачку. И вместе с тем у подростка появляется дисциплина, воспитывает. Дисциплина, ответственность, конечно. режим дня. То есть большие плюсы. Большие плюсы. Мгм. Вот сколько нужно потратить времени для того, чтобы достойно воспитать собаку, да, чтобы она умела выполнять какие-то простые команды, вот из серии место, там, сидеть нельзя. Если совсем простые, прям совсем простые, и на расстоянии 3-4 метров в месяц. А если вы хотите вот собаку на выходе, абсолютно адекватно управляемую, 3 года я ее воспитывала. 3 года, день изо дня она меня сопровождала. То есть щенячья школа, общий курс дрессировки, защитно-караульная служба. И в чем отличие? Со щенком мы работаем по истечении месяца, он ходит рядом на поводке, выполняет команды сидеть, лежать, стоять перед тобой на расстоянии 4-5 метров на поводке. Общий курс дрессировки, после которого собака работает без поводка, та же самая команда рядом, и сидеть, лежать, стоять на расстоянии 10-15 метров без поводка, управляемого голосом и жестом. После общего курса дрессировки идет защитно-караульная служба, специализация. Защитно-караульная служба, то есть туда входит выборка вещи, охрана вещи, задержание преступника. Это у немецкой овчарки. У Кавказов, Алабаев, у них караульная служба, карауливание периметра. У каждой породы своя специфика. Потом дальше, ребята, кто хочет, идет на следовую, кто хочет на разыскную, то есть все, что хотят. Но вот в эту собаку, прежде чем я отстегнула поводок, прежде чем я стала ей полностью доверять, что она ни на кого не швырнется, если швырнулась, я сказала «нет», собака пресеклась, остановилась. До 3 лет я ее воспитывала. А вы даете консультации по подбору собак? Бывает такое, что вам звонят, например, Конечно, да? конечно. Помогите с подбором Да, породы. да, конечно. И в большинстве случаев, очень большой процент, я отговариваю человека от собаки вообще. Потому что у меня ребенок инвалид, мы хотим завести собачку. Я говорю, зачем? Ну, ребенок очень часто один дома, а мы хотим собачку. Я говорю, какую? Ретривера либо лабрадора. Я говорю, вы хотите щенка, ребенку, который сам за себя не может ответственно, ему тяжело себя обслуживать, а тут щенок будет на него прыгать, вас дома не будет. Будет его кусать, теребить, будет гадить, ребенок будет нервничать. Вот если вы дома находитесь с этим щенком и выращиваете, пожалуйста. Если же нет, то нет. Или я езжу постоянно в командировке. Я работаю с утра до вечера. Ну так, хочу собаку. Я говорю, зачем вам собака? Ну, здорово же, это же круто иметь там, допустим, Стаффа, Пита или еще кого-то. Это же прямо мои амбиции покрываются. Я говорю, но собака тебе разнесет весь дом. Тебя не бывает дома. Куда ты ее на это время будешь девать, на время командировок, всего прочего? В такие моменты купите плюшевую игрушку, посадите на диван. Захотели, потискали, захотели, все забыли. Собака – это не игрушка. Вот мы живем в регионе, где мужчины любят охоту, да, и к выбору охотничьих собак подходят с какими-то определенными методиками, да. Ну, может быть, об этом многие слышали, да. Вот какая порода у нас здесь, в Якутии, на ваш взгляд, самая оптимальная для охоты? Ну, смотрите, я не охотник, охоту я как бы не люблю, но здесь у нас лайки пользуются. Якутская лайка. Она даже больше ездовая. Вот я считаю, что это больше ездовик, потому что она широкая, массивная, костистая и очень хорошо идет по следу и сани за собой тащит. Западные сибирские лайки, восточноевропейская, по-моему, лайка. Я даже в названиях шибко не разбираюсь. Карело-финская лайка небольшая такая есть, которую снег выдерживает, вот этот твердый наст, и она не проваливается. То есть у каждой лайки свое предназначение. Более легкие собачки тонкокосные, они хорошо ходят по твердому снегу, не проваливаясь, они загоняют, там показывают, вон там белка на дереве или еще кто-то своим лаем, и охотник приходит. Есть лайки потяжелее, которые они уходят в лес глубоко и выгоняют лося на охотников. Вот прям просто выгоняет лося. Ну вот и есть якутские лайки. Очень популярная порода сейчас у нас. Давайте поговорим немножко, да, может быть, об обращении с животными, да, какие-то на общие вопросы ответим. Наверняка все помнят, да, ужасную историю, которая произошла уже почти 2 года назад, когда в районе ипподрома стая собак загрызла женщину. Как сделать так, вот, чтобы такие ситуации больше никогда не повторялись? Ну, во-первых, с этой женщиной еще подвешенная ситуация. Там в большей степени, вот сколько мы разглядывали видео, оно очень плохое, но сколько мы смотрели, мое мнение, что у женщины случился приступ, скорее всего, от страха. Стая напала, стала ее просто закручивать, вокруг нее с лаем бегать, может, кто-то подкусывал. А у человека случился приступ, она упала, а там уже они дальше как бы растерзали. Да? Всегда говорю, вот одиночки, которые бегут по городу, беспородные, бездомные собаки, они не опасны. Они не будут нападать, опасны стаи.
Собаки, которые сбиваются в стаи, начинают окарауливать свою территорию, особенно если в стае есть течная сучка. Особенно эти стаи сбиваются на окраинах города, в частном секторе, а там собаки помеси кавказов, алабаев, а то бывает и кавказы, и алабаи бегают. И это очень опасно. Это очень опасно. Сейчас идет полемика жесткая на тех, кто делится, что гуманное обращение с собаками, стрелять нельзя, ничего нельзя. У меня на этот счет тоже вот конкретно свое мнение. Я считаю, что весной и осенью на окраинах города однозначно далеко, глубоко и поздно вечером отстрел должен быть весной и осенью. Потому что наш регион еще менталитет не тот, чтобы не было этих собак. Европа шла очень долго к такому. В Европе тоже агрессивных собак отлавливали, и никто с ними не усипуськал. Их усыпляли, просто никому не рассказывали об этом. И когда мне говорят, в Европе столько собак ходит, беспризорных, толстеньких, ни на кого не нападает, я говорю, а где все их неагрессивные собаки? Ну, потому что никто вам об этом не расскажет, но это вот так делалось. А у нас бюджет не позволяет стерилизовать всех собак, а потом куда их девать? Выпускать также? Ну да, на человека не нападать, но сбиваясь в стаи, если будет течная сука. Сучка тяфнула, кобели пошли отрабатывать, показать, кто самый главный, кто самый крутой. Опасность в том, что они не нападают на толпу людей, они не нападают на здоровых мужчин, они нападают на беззащитных, на детей, на стариков, на женщин, на одиночек. И там, где далеко от людей, и там, где их много, этих собак. Вот в этом плане, вот мое мнение, 2 раза в год отстрел, ну хотя бы в течение 3 лет. Оставшихся по городу отлавливать, помещать в пункт передержки. Стерилизовать, не знаю, хватает там бюджета, не хватает, я там шибко не бываю. А потом не отпускать. Куда отпускать-то? Либо пристраивать, либо дальше ну, что-то делать, что-то как-то придумывать. Потому что ну, отпускали собак. Мы в парке часто гуляем. В парке бегают, сбивается стая, кобели между собой начинают драться. Тут дети в песочнице играют, а тут рядом 3 кобеля хлещутся. Но это страшно. Я понимаю, что они не кинутся. А мамы, там такой рев у мамы был. Ну, конечно, это страшно. Рядом с ребенком 3 здоровые собаки дерутся. Ну, отсюда вытекает вопрос, да, вот как понять, когда общество будет готово, да, вот, жить совместно с животными. Наше общество, взрослые, еще раз говорю, менталитет у нашего региона такой. Люди из деревень, у них собаки на самовыгуле. Приезжают в город, отпускают на самовыгул. Вот. А этот самовыгул течную суку нашел, повязал. Щенки родились, вот тебе, пожалуйста, щенки, никому не нужны. Плюс сколько плодильщиков. Для здоровья моей собачки надо. Я говорю, стерилизуй собаку. Всегда говорю, если животное, собака, не цена в племенном разведении, не несет какую-то породные признаки, стерилизуйте даже породистых собак. Если кобель не идет в разведение, если сука не идет в разведение, стерилизуйте собак и живите спокойно. Нет же, вы что, для здоровья надо родить, кобелю надо повязаться, а потом эти щенки появляются, а никто их не берет, и никому не надо. И что начинается? Либо мы их выбрасываем, либо в лес вывозим, либо в подъезды подкидываем. Совершенно безответственное отношение. Поэтому я говорю, взрослое поколение общества, оно понимает только рублем, штрафы, налоги, а воспитывать нужно подрастающее поколение детей. Вот, в принципе, чем мы занимаемся. Уроки доброты, когда ходим по школам, по детсадам, по библиотекам и рассказываем об ответственном приобретении собачки, об ответственном отношении, о бродячих стаях, о бродячих собачках и обо всем прочем. Только так можно изменить, но это далеко не быстрый процесс. Ну, то есть сколько лет может занять подобная работа? Думаю. Лет 20 Лет 20, минимум, думаю, да. Еще Чтобы нужно кардинально готовиться. общество поменялось в голове, думаю, лет 20 как минимум. А законы будут этому способствовать? Какие-то ужесточающие законы? Конечно. Законодательная база Увеличивающие должна наказания, быть. Ответственность например, да, за негуманное обращение с безответственное отношение, да, или животным, негуманное. за вот этих плодильщиков наказать рублем, за подбрасывание животных, за взял зверушку, поигрался, выкинул, в подъезд подкинул. За все это должны быть штрафы однозначно. А как по-другому человек поймет? По-другому не поймет. Все с рук сходит, и что? Заведу следующую собачку, следующую кошечку.
И так и поиграют, вы- опять выкинут. Так и выбрасывают Так оно, собак, да, так конечно, оно и бывает, к кушают, сожалению. Конечно. Действительно, ответственность должна повышаться, и все должно начинаться с ответственности, с осознанного выбора. Вот и тогда именно. уже, наверное, Вот да, именно. хозяин будет очень рад своему питомцу, а еще лучше заниматься дрессировкой, чтобы собака понимала хозяина, Конечно, да, слушалась. конечно. Потому что вы берете собаку, вы ее воспитали, вы наслаждаетесь. Всегда говорю, собака не должна мешать вам жить. И самое главное, она не должна мешать обществу жить. Воспитали, наслаждаетесь. Не воспитали, в ваших руках ужасный ураган. Она сносит все на своем пути. Она швыряется на всех, на людей, на собак. Вы конец поводка держите и просто продолжение поводка. Ну, вот предлагаю, да, на этой ноте закончить наш разговор. Людмила, большое спасибо вам, спасибо большое, Берри. Вы пришли к нам, показали какие-то некоторые, да, простые чуть-чуть. команды, да. Но и самое главное, вы рассказали нашим зрителям очень полезную информацию, и нужную. И теперь, я думаю, многие из тех, кто нас увидел, будут понимать, нужна ли им собака и какую собаку Да, себе хотя бы выбрать. более ответственно будут И подходить более ответственно к этому относиться моменту. к этому моменту. Людмила, спасибо. Спасибо вам. Ну, а выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Сергей Михедов. Смотрите нас по будням 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.